Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием процедуры банковского сопровождения. Закон исключает возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты, ограничивает привлечение средств через жилищные строительные кооперативы, обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров-застройщиков за причиненные дольщикам убытки. Каждый застройщик теперь должен открыть отдельный банковский счет в уполномоченном банке и вести все расчеты только с этого счета. При этом банк будет оценивать целевое назначение платежей и может останавливать проведение расчетов, если возникнет подозрение на их нецелевое использование. Также президент России подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Документ допускает возможность подачи заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с приложением необходимых документов через Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче может быть направлено заявителю также посредством данных порталов. Третий международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум начал работу во Владивостоке. Он посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона, в том числе разработке нефтегазовых месторождений, таких как Кавыктинское и Чаяндинское. В форуме, помимо прочих, примут участие представители компании «Алросагаз». На форуме, кроме того, обсудят возможности для инвесторов и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, газификацию удаленных регионов и развитие на Дальнем Востоке газоперерабатывающего и газохимического производства. Тем временем Государственная Дума во втором чтении рассматривает поправки в налоговый кодекс, касающиеся налога на дополнительный доход от реализации нефти и нефтепродуктов. Согласно поправкам, цены акцизов на бензин должны снизиться. При этом снижение, как ожидается, окажется серьезнее, чем это планировалось ранее. На бензин класса 5 акцизы снизятся на 3700 рублей за тонну, на дизельное топливо на 2600 рублей за тонну. Поправки очень важные в связи с ситуацией на рынке моторного топлива и достаточно резким повышением цен на него. Правительство предложило целый ряд мер, чтобы не допустить дальнейшего роста. И одной из наиболее важных мер является снижение акцизов. Так прокомментировал законопроект депутат Государственной Думы Александр Жуков. Банк Татта прекратил выдачу денег. По данным источников издания «Примечания», в банке со 2 июля введены ограничения на операции сроком на полгода. Они были введены после проверки Центрального банка России. По данным издания, если банк устранит замечания проверяющих, то его работа возобновится в прежнем режиме. В противном случае возможны санкции вплоть до отзыва лицензии. Вопрос строительства моста через реку Лену обсудили вчера на совещании Совета безопасности России по актуальным вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке. Совещание прошло в Петропавловске-Камчатском. Участие в нем принял руководитель республики Айсен Николаев. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что не все поставленные в 2017 году на заседании Совбеза в Якутске вопросы реализованы. В частности, он сказал, что отсутствует решение по строительству мостового перехода через реку Лену в районе Якутска. Мост мог бы оптимизировать транспортную логистику Дальнего Востока и способствовать более интенсивному экономическому развитию Якутии. Вопрос о строительстве моста через Лену был поднят новым руководством республики в ходе визита в Якутск министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. По итогам визита Айсен Николаев сообщил о намерении добиться включения строительства моста в перечень приоритетных проектов в дальневосточных регионах. Общий объем доходов бюджета республики увеличится более чем на 918 миллионов рублей. Решение принято на очередном пленарном совещании Госсобрания Илтумен 3 июля. Источниками пополнения бюджета станут дополнительные федеральные средства в размере почти 909 миллионов рублей, а также возврат остатков средств от акционерной компании «Русгидро» в сумме более 9,5 миллионов. Закон о внесении изменений в Закон Республики Саха-Якутия о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов принят в окончательном третьем чтении. В Якутии на 2019 и 2021 годы предлагается снизить ставку транспортного налога для самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели, с 250 рублей до 25 за лошадиную силу. Такие меры будут способствовать поддержке малой авиации и созданию равных условий. Соответствующий проект закона внесен в парламент республики руководителем региона Айсеном Николаевым и принят депутатами в первом чтении. Как пояснила исполняющая обязанности министра экономики республики Майя Данилова, данная мера направлена на поддержку развития малой авиации и смягчение условий конкуренции на рынке авиационных работ.
Снижение ставки транспортного налога коснется организаций и физических лиц, которые не осуществляют пассажирские и грузовые перевозки, но заняты в других авиационных работах. В том числе таких работах, как авиационно-технические, лесоавиационные, погрузочно-разгрузочные и другие. В то же время территория Дальнего Востока очень слабо обеспечена авиасообщением. Об этом заявил на заседании Совета безопасности России полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В настоящее время 70% Дальнего Востока не обеспечено авиасообщением. Из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, сохранилась 1/6 часть. Отсутствие авиасообщения приводит к прямой опасности для жизни и здоровья людей, не давая им возможности своевременно получать медицинскую помощь, заявил Трутнев. Он добавил, что из-за грубых ошибок со стороны предыдущего руководства Министерства транспорта Российской Федерации в 2015-2017 годах не получили финансирования 42 взлетно-посадочные полосы на Дальнем Востоке. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Якутии в иностранной и национальной валюте на уровне BB- с прогнозом «стабильный», сообщает Министерство финансов Республики. Подтверждение рейтингов отражает растущую, но по-прежнему низкую долговую нагрузку и хороший налоговый потенциал республики, который обусловлен ориентированной на сырьевой сектор экономикой, а также ожидаемое восстановление операционных показателей региона на фоне более высоких налоговых поступлений. Стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам означает, что в ближайшее время рейтинг будет сохранен на текущем уровне. Республика продолжает оставаться в первой десятке регионов России, имеющих кредитные рейтинги инвестиционного уровня. Также напомним, что рейтинги республики находятся на одном уровне с рейтингами страны. Глава «Алроса» Сергей Иванов увеличил свою долю в уставном капитале алмазодобывающей компании до 0,04%. В конце прошлого года стало известно, что глава компании стал ее же акционером. Как небольшой акционер нашей компании, верю в ее рост и намерен увеличить также свою долю в ближайшее время, заявил Иванов в ноябре. Напомним, что Россия в лице Росимущества владеет 33% акций «Алроса», Якутия 25% плюс 1 акция, еще 8% акций принадлежит якутским районам, в которых компания ведет добычу. Около 34% акций компании находятся в свободном обращении. Среди крупных миноритариев «Алроса» фонды Estate Capital и Genesis, которые контролируют в совокупности более 2% акций компании. Объем Фонда национального благосостояния на 1 июля 2018 года составил 4 триллиона 839 миллиардов 300 миллионов рублей, что эквивалентно 77 миллиардам 110 миллионам долларов, говорится в сообщении Минфина Российской Федерации. За месяц объем фонда увеличился на 911 миллиардов 700 миллионов рублей или на 23%. Это произошло за счет перечисления в фонд дополнительных нефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации за 2017 год. Минфин Российской Федерации на аукционе 4 июля предложит облигации федерального займа на 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства. Ведомство предложит облигации с погашением в декабре 2021 года на 15 миллиардов рублей, а также облигации с погашением в мае 2029 года тоже на 15 миллиардов рублей. В целом, в третьем квартале ведомство планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 450 миллиардов рублей. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.